Добрый день, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно» и мои ведущие Лена Андреева и Ларина Сукуева. В нашем шоу «Телеактивно» мы общаемся, используя слова, мимику и рисование. Все это вместе развивает наши коммуникативные навыки и умение работать в команде. А еще это очень веселая и азартная игра. Итак, мы рады представить вам наших участников. Это Мария Андреева, Саша Сивцева и Александра Дьячковская. Все девушки работают в туристической фирме нашего города. Здравствуйте, девушки! Очень рады видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и, может быть, придумали девиз? Наша команда называется Travelmen, и наш девиз «Мы дойдем до края света». Директор туристической фирмы Мария Андреева обожает путешествовать, и из всех своих поездок она привозит куклы. Ее коллекция, которая начала свои летоисчисления в 1993 году, на сегодня насчитывает около 300 кукол. Но самая любимая и самая, на ее взгляд, интересная кукла из Арабских Эмиратов. Есть в коллекции Марии Константиновны и якутяночка, одна из первых ее кукол. Кстати, поездки по Якутии в последнее время переживают небывалый бум, особенно путешествия в Верхоянские горы, Киселях. Александра Сивцева работает в туризме уже 5-й год и по долгу службы часто путешествует. Можно сказать, она коллекционирует страны и на сегодня побывала уже в 27 странах. Александра с ностальгией вспоминает те времена, когда можно было свободно перемещаться по миру, ведь в ее коллекции достаточно много мест, куда хочется возвращаться. А если помечтать, то жить Александра хотела бы в Сингапуре. Очень подходит ей эта крошечная страна своим ритмом, темпераментом и климатом. Александра Дьячковская работает в турфирме 3-й год и уже с уверенностью может резюмировать, что популярным направлением у якутян считается Краснодарский край, Северный Кавказ и Алтай. Александра также обожает путешествовать и делает это каждую неделю. Вместе со своей семьей и друзьями с удовольствием устраивает вылазки на природу. Ведь только там можно наполниться энергией, признается Александра. А теперь давайте поприветствуем фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки». В нашей студии Ольга Андреева, Юлия Юмшанова и Надежда Антипина. Здравствуйте, девушки! Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Видеть вас в студии. Пожалуйста, расскажите о своей команде. Как вы ее назвали, да, и, может быть, у вас есть девиз. Наша команда. Мы. Наш девиз. Мы едины, мы непобедимы. Да! Ольга Андреева – исполнительный директор фестивального комитета конкурса «Бриллиантовые нотки». И в следующем году комитету исполняется уже 15 лет. Ольга любит танцевать, занимается танцами с детства и также собирает куклы. В ее коллекции около 100 кукол из разных стран мира. А самой ценной среди всех Ольга считает семейную пару из Киргизии, которую ей подарила подруга. Большой друг и партнер фестивального комитета конкурса «Бриллиантовые нотки» Надежда Антипина работает в авиакассе. Именно она выписывает билеты по стране, в том числе и субсидированные. Надежда воспитывает 3 детей и вместе с ними любит выезжать в походы. На машине они объездили все окрестности Якутска, побывали в близлежащих улусах и просто обожают бывать там, куда человек обычно не может добраться. Юлия Юмшанова поясняет, что конкурс «Бриллиантовые нотки» республиканский. До пандемии в этом состязании принимало участие около 12 тысяч человек, которые приезжали со всей Якутии. Поэтому наша героиня обладает ценной информацией по всем творческим коллективам республики. «Бриллиантовые нотки» — это творческое соревнование. Конкурсанты поют, танцуют, декламируют стихи, рисуют, ставят спектакли. Юлия Юмшанова и сама могла бы стать ее участницей, ведь она прекрасная певица. А сегодня в нашей программе споет отрывок из песни, который написал ее отец. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первым у нас всегда начинает команда красных. И для этого каждой команде сейчас будет предложено по 3 вопроса. И, внимание, все вопросы из школьной программы. А вопросы будут заданы рандомно по таким школьным предметам, как история, математика, английский, история и даже химия. И поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя средней школы номер 20
99 города Якутска. И если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, в этом случае капитанам команд будет предложено бросить наш кубик, и чья цифра будет старше, тот, собственно, и начинает основную игру первым. Итак, поскольку мы вначале представили команду турфирмы, пожалуйста, вопрос из школьной программы звучит для вас. Внимание на экран. Сколько всего штатов входят в Соединенные Штаты Америки? Такой хороший вопрос для туристической фирмы. Так, и ваши варианты? 33 штата. 33 штата. Ответ мы принимаем. Давайте сверимся с учителем английского языка 29-й школы. Правильно это или нет? Соединенные Штаты Америки состоят из 50 штатов. Столько же звезд изображено на американском флаге. Вот так вот. Пока 0 очков зарабатывает команда туристическая фирма. И команда «Мы». Фестивальный комитет. Внимание на экран. Вопрос для вас. Какой предмет традиционно берет с собой англичанин, когда выходит из дома? Какой зонтик? Зонтик, да. Должны быть туманные. Ваш ответ? Зонтик. Зонтик, да? Давайте сверимся с учителем 29-й школы. Англичанин всегда с собой берет зонт. Одно очко у вас уже есть. Второй вопрос для вас. Мария и Александр, внимание на экран. Назовите литературное произведение, одна из героинь которого наделена говорящей фамилией. Коробочка. Коробочка? Коробочка это коробка? Нет, это Это фамилия. Фамилия Такая коробочка. персонажа. Русская литература. Так, подождите, какая коробочка? Коробочка Дембарате, фамилия. Женщина, персонаж с фамилией Коробочка. Коробочки. Коробочка один. Русская литература и школьная программа. Это... Не знаю, честно, вообще. И школьная программа... Я помню только Достоевского. Преступление наказания. Есть у вас варианты? Нет вариантов. Вариантов нет. Ага. Ну, Давайте сверимся. может... Этот вопрос задал преподаватель филологического факультета СВФУ. Давайте мы Вопрос назовем непростой. один вариант просто с школьной программы какого-нибудь произведения. А вдруг? Давайте, можете. Преступление и наказание давайте. Там не было такого. Там не было. Там нету. Ну ладно. Слушаем. Правильный ответ – мертвые души. Точно. Гоголь. Точно. Да. Так, и второй вопрос для команды «Мы». Внимание на экран. Какая сила заставляет двигаться тело по кривой траектории? Вопрос из физики. Типа центробежная, либо центростремительная. Но я вот не знаю, что такое. Я разницы между ними не чувствую. Центробежная, допустим. Давайте. Может быть. По кривой траектории. А почему она по кривой? Подожди. Нет, она не центробежная. Какая сила заставляет двигаться предметы по кривой траектории? Сопротивление? Нет. То что может? Сила притяжения. Так она притягивает, и все же в одну сторону. А нужно, чтобы по кривой вот так вот. И Чёрт ваш возьми. вариант? Какой выбираем? Я не знаю. Ну, давайте центробежная сила. Нет, это не... И сверимся с учителем физики. Что он нам скажет? По кривой траектории тело заставляет двигаться центростремительная сила. Я же говорила, не вижу разницы между ними. Ну, сложный вопрос, да. Так, третий вопрос для команды девушек из туристической фирмы. Я не вижу разницы. Плоды этого дерева вырастают прямо на стволе из отвратительно пахнущих цветов, которые опылены мухами. А напиток из семян мы пьем с удовольствием. Что это за дерево?
Вы можете погромче обсуждать. А где это дерево растет? У нас растет в России. Что скажите, Мария Константиновна? Давайте. Что скажите, любой вариант. Это, наверное, какой-то цитрусовый, да? Думаете, да? Да? Нет. Вот хоть бы знать, где оно растет, это тропическое или... Тогда лимон, как вы говорили, да? Нет, не лимон точно. Авокадо. Нет. Нет, не авокадо. Ну, кофе тогда. Давайте смотрим правильный ответ, так это или нет. Это дерево какао. О, Почти. какао. Да, Опыляют мухи, да? Ну, Да. оказывается, да. Кто же знал? Мы об этом тоже не знали. Я какао больше не буду делать. Никто теперь какао не будет. Так, и последний вопрос для девушек из фестивального комитета. Внимание на экран. Назовите, какое самое большое и глубокое море у берегов России? О, Господи, о, Господи. Вы считаете, Берегов легкие вопросы им России. попадаются, да? Нет, нормальный вопрос. Вот это вот, а Северный Ледовитый океан, например? Это же океан. Ну там Баренцево море. Думаешь? А, кстати, да, Баренцево море же подводная лодки же плавают. Вот, ну, Черное море, по-моему, не самое глубокое Да. в любом случае. У нас есть. А может, готовый это ответ. Охотское, может, Нет, это... нет, нет. Баренцево море. Баренцево Да. море. Так, ответ принят. Давайте сравним. Самое большое и глубокое море у берегов России – Берингово море. О, В принципе, рядом. ну, рядом, Ну, да, действительно, вопросы были очень интересные, непростые. Итоги давайте подведем. Лена, у нас сколько очков заработала? Одно очко заработала команда «Мы». Фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки». И получается, что вы становитесь командой красных, меняйтесь местами и начинаете игру основную да? первыми. Да. Присаживайтесь на свои диванчики. Красная команда садится на красный диванчик, синяя команда на синий. А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. Сколько будет 6 умножить на 7? 42? 6 на 7, 42. 42. 6 умножить на 7, 42. Так, 9, так, 42. 42? 42. Назовите формулу серной кислоты. У меня по химии тройка была. Серный хор... Не помню. H2. Да, с химией не сдаю. H2SO4. H2SO4, да? Я не знаю. О, я забыл. H-хлор вроде. Или H2SO4. Вот это. H2SO4. Да. H-хлор — соляная кислота. Назовите первого русского царя. Царя первого русского Алексея Романова. Николай, это Петр Первый? Первый, ну это Романовы. Романовы это кто? Юрий Долгорукий, наверное, или он был князем. Иван. Первый. Иван IV. Это который? Грозный. Иван Грозный. Назовите соавтора Ильфа, вот, который написал «12 стульев» и «Золотой теленок». Второй человек, кто там был? Вы это снимаете? Да. И, ну вот, просто вспомнить не могу. Петров. Петров. Ну, это... Петров, да. Самый большой остров в мире. Континент Австралия, может, не знаю, нет? Мадагаскар. О, Господи, боже мой, как такие вопросы задаете? Самый большой остров Гренландия. На севере. Он находится Гренландия? Вы хорошо в школе учились, да? Ну, у меня 2 тройки. По геометрии и алгебре.
А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой и бросает кубик. Игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразу с карточки, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда угадала слово или фразу. А вот если игроки не поняли расплывчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. Все поняли правила игры, и так мы начинаем. Команда красных кидает кубик первым, и таким образом определим, какое задание попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Следует отметить, что если цифра покажет цифру 6, то в этом случае свой вопрос вам будут задавать самые маленькие эксперты нашей программы, ученики 1 А класса средней школы номер 29. Эта же участь ждет вас и в конце нашей игры. Если в конце останется меньше шагов, чем показал кубик, то вам нужно выполнить сразу два задания. Последнее, вот это вот квадратик, да, означает пантомиму. И опять же ответить на вопрос маленьких экспертов нашей программы. Ответить нужно сразу на оба вопроса, и тогда вы становитесь победителем. Ну, в любом случае, на каждый ответ дается по 45 секунд. Итак, команда красных стартует. Кидайте кубик. Дубль 2. Опа. Один. Так, к нам подходите к нашему столику, выбирайте любую карточку и смотрим на синий фон, и на нем нарисован карандаш и кисточка. Своим девочкам не показываем. Это нужно будет нарисовать. Вот это вот. Время. Человек, девочка, женщина, девочка. Девочка. Что? Какая-то девочка, нарядная девочка, девочка в платье. Нет, девочка с мамой. Нет. Девочка. Говорить нельзя. Говорить не надо, да. Остается 15 секунд. Что это? Что это? Шаг. Крылышки. Предположение хорошее. Девочка в тренде? В тренде. Время. Одетая девочка. Переодевание ребенка. О, нужно как бы... Да, но Да. сложно словосочетание, как его А два нарисовать. это что? Два слова? Из Два двух слова в фразе, да? Получается так. Ну, да. Крылышки про крылья. Крылышки. Шаг вперед вы не делаете, но девочка в тренде — это хороший вариант. Вы кидаете. Да, мы должны Мария, вы. Или Команда Александр? А туда надо ставить фишку, да? Нет, вы не сделали шаг, вы не справились с заданием, поэтому фишка стоит на месте. Да? Тоже один и тоже рисование, Мария. Подходите к нам, выбираем карточку, смотрим на голубой Мы вас верим. Время. Начинаем. Ага. Так, квадрат, дом какой-то. Дом, ага. Арка. Театр какой-то. Театр, оперный театр. Что это? Колонна? Да. Колонна. Колонны. Что там делают колонны? Дальше что? Колонна. Ага. Что, Мария? Театральная колонна? Оперная. Театр. Театральная. Оперный театр? Дом театра. Театр? Театр эстрады. Время. Театр эстрады. Время.
Ответ? Ответ какой? Нет, уже все. Ваш ответ, время стекло. Здание с колоннами. С белыми белыми О, колоннами. Господи, а как это узнать? А вот сложно, да. С У белыми. нас есть задание с очень сложными словосочетаниями, да, и с простыми. Здание с белыми колоннами, а вы почему 2 написали тогда? Здание с колоннами, Дина, тебе. С белыми колонками. Там. Так, команда «Мы». Бросайте кубик. По очереди кто? Мы в тебя С белыми, Дина. Юля, мы в тебя верим, да? 3. Так, у вас пантомима. Подходите, Юлия, к нам. Выбирайте тоже любую карточку. Время. Сон, спящий, подушка. Что это? Ночь. Ау, ничего себе. Паровоз, поезд. Ночной Паровоз, поезд. ночной поезд. Ночной поезд. Так, торжественно, Юлия, двигайте свою фишку. У вас фишка красного цвета. Начинается со с того, да, со старта. И 3 шага вперед. Так, 1, 2 и 3. Ура! Первый шаг в нашей игре сделан. Команда Travel Man. Продолжаем игру. Александра. Да, кидайте. Ага, Ночь. В нашу сторону. Серединку же? 6 шагов вы сделаете вперед в том случае, если справитесь с заданием самых маленьких экспертов нашей программы. Человек, у которого родители были богатыми и успешными. Это культурный человек и может быть богатым. Богатые люди, которые всегда зарабатывают. Богатый этот умный. Человек — это когда много денег, и он может себе все что угодно позволить. У него есть даже еще и бумажные деньги. Очень умный, образованный, воспитанный человек высшего, то есть древнего рода. Это человек, который умный, образованный, богатый. Так, вы должны угадать, что за слово, может быть, даже словосочетание кроется за этим. Первоклашки, это маленькие дети. Первоклашки не знают. Бизнесмен. Нет, бизнесмен дети. Маленький мальчик говорил, что он бизнесмен. Бизнесмен 9, который много денег. Не это слово. Который много денег. Много денег, он может все себе позволить. Умный, умный, образованный. Интеллигентный еще. Нет, именно человек. Кто этот человек? Бизнесмен. Типа Древнего князь, царь, рода. древнего рода. У вас Князь. Нет, дворянин, они такого слова явно не знают. Почему? Нет. Царь, князь, типа такого, скорее всего, типа как Путин. Ох, князь он был, потом нет. Вот Бизнесмен или дворянин. Так, и ваш вариант? Мне кажется, Ваш ответ? Какой, скажи. Нет, скажи. Давай, Саша, нет идей. Девушки? дворянин или бизнесмен? Нет. Так, время у вас истекло. Ваш вариант? Давайте... Время. Давайте князь. Князь. На самом деле ученики 1 класса в 29-й школе говорили об аристократии. Вы угадали, да? Да. Дворянин. Ну, они понимают это слово именно так, вот как они объяснили. Аристократ. Правильный ответ. К сожалению, вы не ответили, не справились с этим заданием, поэтому ваша фишка стоит на месте. И команда красных продолжает игру. Надежда кидает кубик. Это древний дворянин. Только не рисовать. 6. Ну, опять же, как я вам и говорила, если выпадает 6, вопрос задают малыши. Ученики 1 класса. Внимание на экран. Какой-то человек загадал загадку, и он должен отгадывать там. Там бумажки вот эти приклеивают, угадывают. Там написано,
кто это, типа. А он должен угадать, кто это. Типа надо что-то угадывать. Это когда ты, например, там есть яма, ты думаешь, что сейчас упадешь, и ты упал. Человек такой, и к ней приходят человеки. И человеки хотят узнать, что будет в будущем, например, прошлое, будущее. Когда человек гадает на ладони по полоскам. Это предсказание будущего. И ваш вариант объяснения было очень Если бы интересным. гадалка, они бы сказали женщина. Разным, я бы так Ясновидящий, сказала. может. Ясновидящий. Видит будущее. Астролог это же. Астролог чисто по звездам, он по ладони не гадает же. Наш ответ ясновидящий. Так, правильного ответа ребята не дают, а об этом говорим мы сами. Это неправильно. Речь шла о гадании, как о явлении. Гадание. Они же говорили человек. Да, к человеку приходят человеки, да, и на будущее. Так, значит, ваша фишка тоже стоит на месте. Команда синих Travel Man продолжает игру. Александр бросает кубик. Да, так игра может продолжиться очень долго. 3. Так, тоже пантомима, поэтому подходите к нам. Смотрим на желтый фон и маску. Время. Устанавливаем связь ментальную. Угу. Багаж. Сумка, чемодан. Чемодан, ага. Таскать чемодан. Колесико. Чемодан на колесиках. Тяжелый чемодан на колесиках. Тяжелый чемодан. Тяжелый чемодан. Фраза уже была обозначена, поэтому засчитываем этот ответ. Молодцы. 3 шага вперед. Это тяжелый чемодан. Так, 1, 2 и 3. Рядышком с командой красных. Постарайтесь. Так, и команда красных. Мы продолжаем игру. Ольга. 1. Ну, 1 это неплохо, да, говорить. Время. Это слово состоит из двух слов. Одно слово. Первое слово, я скажу, электростанция. Электростанция. Первое слово. Да, вот это запомни. И второе слово, то, на чем мы летаем. Самолет. Гидросамолет. Да. Гидроплан. Верно. Молодцы. Молодец. Ольга, торжественно передвигаем вашу фишку красного цвета на 1 шаг вперед. Раз. Так, и команда Travel Man продолжает игру. 3. 1, 2, 3. Пантомима, Мария. Смотрим на зеленый фон и маску. Время. Опять чемодан? Сумка? Сумка. Пакет. Пакет. Ага. Что он? Что он делает? Дальше. Белый пакет. Ручка пакета. Иду за Человек покупками. несет шопоголик. Пакет. Ну, сумка. Авоська. Брать пакет. Пакет. Заполнять пакет продуктами. 15 секунд Как остается. пакет что делает? Он ходит, что ли, или что? Вы держите пакет. Да. Так, держать пакет. Держать пакет. Так, Мария, да, 3 шага вперед, двигайте фишку. Александр молодец. Так, 1, 2 и зеленые 3. Ура! Прорвались вперед. Откуда белый пакет появился? Белые колонны. Вдруг медведи. Ссылка на прежнее задание. Белый пакет. Здорово. Так, девушки, мы продолжаем игру. 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Пантомима. Время. Очки. Верно. 1 секунда. На 5 шагов. Да, и на 5 шагов. 1, 2, 3, Потом 4 и зеленая 5. Так, Команда синих. Travel Man нужно догонять и перегонять.
слово хорошее досталось. Да. Один. Рисовать, рисовать, да. Александра, подходите тоже к нам, выбираем карточку. Задание в ней. Время. Человек. Таблетка. Таблетка. Капсула. Принимает. Лекарство. Таблетка принимает. Лекарство. Лекарство. Витамины принимает. Таблетка, лекарства, витамины. Витамины принимает. БАДы принимает. Нет. Капсула. Порошок. Ну это же капсула. Открыть, пить капсулу. Открыть, растворить капсулу. Но Глотать капсулу. Ответ? Пилюля. Да. Вот одинаково. Синоним, да. Пилюля. С этим, конечно, Это другое. сложно, и в этом состоит подвох игры. Команда красных продолжает игру. Надежда бросает кубик. Команда красных сейчас идет впереди. Давай. Два. Раз, два. Говорить. Надежда, подходите к нам, смотрим на синий фон. Время. У водолаза на ногах. Ласты. Все, отлично. Надежда, не забываем двигать. На 2 шага вперед. Нет. Желтая. Раз. И 2. Поздравляю. Так, команда синих, Travel Man. Какую цифру хотите? 6 хотите? Нет. Нет. Пять. Раз, два, три, четыре, Четыре, пять. И тоже Говорить. говорить. Время. Из 3 слов состоит. Ну, не из 3, а из 2 главных слов. Куда мы отправляем людей? Путешествие. Люди... на чем мы ездим? На самолете. Ездим. На машине. На авто. И если это вот, то, что сказала Мария Константиновна. Автолюбитель. Нет, Машина. 3 слова. Машина. На чем? Путешествие на авто. Полностью? Автобусные туры. Нет, Саша. Ездим на машине. Путешествие, автотур. Нет, 3 слова. Ну, я же говорю, Путешествие на чем? На машине. По-другому. Путешествие на авто. Путешествие. Полностью как это слово называется? Путешествие на автомобиле. Время. Что это? Путешествие на автомобиле. На авто, говоришь. На авто, говоришь. На Так машине. я же сказала на автомобиле. Только На что. машине. Ну, только что время же вышло уже. Время вышло, к сожалению, На автомобиле? На автомобиле. Наша игра такая, да, вызывает много негодования, возмущения. Мы хотим очки Но и фразу- ласты. 3 слова. На фразе словосочетания нужно сказать точно. Это было путешествие на автомобиле. Команда синих стоит на месте, и команда красных вновь кидает кубик. Вы, кстати, угадали, да, эту фразу? Да. Мы поняли, что нужно Да. сказать полное слово. Кидаю, да? Кидайте. О, нет. Так, раз, два, три, 4. Вам нужно справиться с 2 заданиями. И мы победим. Да, и вы побеждаете. Вначале, Ольга, подходите к нам. Время. Баскетбол. Да. Все. Здорово. Да, только присаживайтесь на диванчик. И второе задание вам от маленьких участников и экспертов нашей программы, учеников 1 класса Их не справили. 29-й Ментальная школы. связь. Ребята будут объяснять слово или словосочетание, и ваша задача угадать, о чем идет речь. Можно еще нажать на Алису, и там можно все сказать. Можно учиться, там все делать разное. И там можно развиваться. Как телефон, ну, он чуть-чуть больше размеров. Это компьютерная техника с сенсорным экраном. Все. Там можно скачивать игры. Там можно звонить. Там
скачивать игры. Он сказал, как телефон. Технологии, которые пишут, звонят или играют. Это гаджет, который почти как телефон, но больше и может быть любой модели. Он большой экран, чем у телефона, и он лучше, чем телефон. Я его нету. У меня его нет. Ваш ответ. Ваш ответ? Наш ответ – планшет. Да, абсолютно верно. Торжественно всей командой вы можете подвинуть свою фишку на, ну, получается, 5 шагов вперед, и таким образом вы определяете исход нашей игры, вы становитесь победителями. Так. И это мы, да. Это вы, да. В какую сторону ходим? Идете вы на ту сторону, Так, да. направо. Раз, два, три, четыре. И сюда вот и пятый. И победителем шоу «Телеактивно» становится команда красных. Фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки». И это мы! И мы от имени нашего телешоу вручаем вам сертификат магазина национальных сувениров «Блеск». Давай, бери. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо магазину «Блеск». Мы поздравляем от всей души победителей нашей телевикторины, телешоу «Телеактивно». Дорогие друзья, дорогие телезрители, если вы тоже хотите принять участие в нашем телешоу, принимайте участие. Телеактивно — это веселая, азартная игра, в которой вы развиваете коммуникативные навыки при помощи жестов, мимики, обогащаете свой словарный запас, а также демонстрируете свое умение рисовать. Если вы азартны, веселые, учитесь в школе или уже работаете, собирайте свою команду из 3 человек и бегите к нам в студию, мы вас ждем. Все заявки отправляйте к нам на электронную почту teleaktivno@mail.ru. На этом мы с вами прощаемся. В студии для вас работала Ларина Сыкуева и Лена Андреева. Пока! Пока!